К апрелю 1943 года за снайпером Идрисовым числилось 309 уничтоженных фашистов, что подтверждалось политдонесением 370-й стрелковой дивизии, в которой он тогда служил. После прорыва блокады Ленинграда отважный снайпер вместе с своими боевыми товарищами участвовал в освобождении городов и сел Псковской области. К марту 1944 года на его счету было уже 349 уничтоженных фашистов, и он был представлен званию Героя Советского Союза. В одном из боев в апреле 1944 года осколком разорвавшимся рядом мины Идрисов был ранен, и его засыпало землей. Товарищи раскопали его и без сознания отправили в госпиталь. В 1944 году в городе Мазовец была открыта фронтовая военная выставка. В одном из ее залов Идрисову был отведен целый стенд. На нем была выставлена его снайперская винтовка, фотографии, и под ним была надпись: «Славный сын чеченского народа, Герой Советского Союза Абу-Хаджи Идрисов уничтожил более 300 немецких фашистов». 4 месяца он провел в больнице города Горького. Получение высших наград не спасло его от судьбы, которая была решена для всего его народа. Депортация в казахские степи. Ведь по национальности он был чеченцем, сокращен до статуса спецпереселенца. Жил сначала в Алма-Ате, потом в Талдыкурганской области. Работал в сельском хозяйстве, продолжал заниматься овцеводством. Умер в Грозном 22 октября 1983 года.